наши зрители, наши слушатели, любимые, потому что мы с вами уже не первый раз встречаемся, уже много лет. Наш ансамбль созвучия вас сегодня приветствует. И думаю, что вам эта музыка будет для вашего души и сердца. Вот сейчас прозвучала музыка очень популярного фильма и очень популярного композитора. Композитора, который писал очень много для кино, хотя он, в общем, писал и классическую музыку, и балеты, и опереты, и инструментальную музыку, и очень много. Но очень известный ленинградский композитор. Вот что мне хотелось задать, может быть, вы узнали эту мелодию. Недавно этот фильм повторяли по телевизору. «Синий марафон». Что? «Синий марафон». Ой, молодцы, какие молодцы. «Осенний марафон» совершенно правильно. А композитор? Андрей Петров, да. Андрей Петров очень талантливый, наш один из самых таких корифеев, один из великих композиторов современных. И вот прозвучала эта мелодия. Ну, вот он как раз его портрет, да. Прожил не так много, конечно, мог бы еще больше прожить. У него очень много, и музыка такая удивительная, и романтичная, и печаль, и радость, и наши все житейские. А сам фильм, вы помните, да, как он метался? Главный Басилашвили, главный герой, он никак не успокоился, он никак не находил свое место в жизни. И в личной, и в такой, и там такие прекрасные, и Гундарева, да, был, и Леонов там был. Вот. И фильм такая вот лирическая комедия. Кстати, режиссер этого фильма Георгий Данелия, тоже корифей нашего кино. Видите сочетание и великого режиссера, и великого композитора воедино. Поэтому такой талант и такая музыка, которая будет жить вечно. Вот сегодня вы услышите музыку вот, именно советского времени. Знаете, потому что советское время вот удивительное такое. Я когда писала сценарий, я удивлялась, почему вот эта музыка, она до сих пор. И фильмы до сих пор, вот эти, музыка из этих фильмов, и фильмы до сих пор. Потому что там заложены духовно-нравственные начала. Оно как бы близко сердцу и душе каждого человека. Вот эти темы и фильмы. И когда еще соединение режиссера и композитора, и музыки, то это вообще, конечно, уже гениальный, мы считаем, что это гениальный фильм. Вот. И сегодня мы еще с Петровым встретимся с вами, еще будет музыка Петрова. Музыка, и вы знаете, еще такой феномен, я думаю, почему так музыка такая, она, как она захватывает вас, вот она не отпускает вас, вот эта харизма в этой музыке, во всей, которую вы сегодня услышите, великая музыка. Потому что эта музыка это объединяет людей, она едина, потому что в Советском Союзе, вот я посмотрела на список сегодня, которые композиторы будут, они все из республик. Вот Петров русский, потом будет Таривердиев, армянин, русский армянин, Михаил Таривердиев, который учился в Хачатуряне тоже, корни-то армянские. Дога, Евгений Дога, великий молдавский композитор. Молдавский. А сколько он, какой музыки он написал? Изумительные к фильмам. Недолго. Дунаевский. Максим Дунаевский, сын великого Исаака Дунаевского. Тоже, ну, там еврейские корни, конечно, вот есть. Ну, вот, я говорю, это композиторы разных национальностей. Но музыка-то, она объединяет. А сейчас вот объединили, потому что мы потеряли много. Много потеряли, и фильмы у нас ни о чем. Вот некоторые есть фильмы, и музыка ни о чем. Она не будет чувства людей. Она не затрагивает души, потому что музыка, ну, и сюжет, и фильмы. Вот помните вы, вот и также актеров. Вот с этих фильмов всех актеров знают. Вот уйдут эта плеяда великих актеров, и великих режиссеров, великих, их уже совсем мало осталось. Вот, совсем
по пальцам такие, которые могли, да? Слава Богу, кто-то еще передает традиции, преемственность есть, но уже их очень много. Поэтому надо беречь вот это сокровище вот этих русской, советской и сейчас опять русской, да, мы уже не говорим СССР. Но вообще-то, как есть песня, да, по-моему, Газманова, сделана в СССР, да, песня. Ну вот, не отнимешь, поэтому надо это все не забывать, а возрождать, развивать. Да. И вот сейчас как раз мы подходим к композитору, будет второй, вот тоже из этой плеяды. Вы знаете, такое чудо произошло, я когда писала это Геннадий Гладков. Вот он только ушел, 19-го были похороны. И, кстати, я почитала о нем, что всего на похоронах было 15 человек. Ну, так сказали родные, он такой великий. Ну, назовите, наверное, все знаете. И бременский музыкант, и обыкновенное чудо. Это великий сказочник, великий. И вот, знаете, вот в его музыке вот эта детская непосредственность какая-то, да? Вот детская непосредственность и какая-то и романтизм, и дружба, и любовь, все ему, вот бременская, и юмор. Ах ты, бедная моя табатурочка, это же юмор, или песня разбойников, да, из Бременска. Это же такое чудо. Или львенка, да, я на солнышке лежу. Это какая светлая, какой свет и солнце. И вот мы потеряли такое солнце. Вот тоже в киномузыке он столько написал. Но он 35, 88 лет, 35 года даже болел. Он ведь перенес инсульт. И ведь я о нем, может быть, кто-то посмотрел, была передача о нем, оказывается, у него инсульт был, и он писал, он не оставлял музыку до последних дней. Писал. Левая рука у него не работала, он писал правой. И говорит такой, у него такой детский голос немножко, и такой самый, у него облик такой немножко такой. Я ведь не могу без музыки, я пишу правой рукой. Левая у меня не работает, но я пишу. Я говорю, а потом он уже из-за короны, оказывается, короны заболел. И вот и он вот такой великий, конечно, и великий сказочник музыки, и великий. Хотя все они консерватории заканчивали, но вот прославились они в основном, вот так же, как Гладков, музыкой к фильмам, к мультфильмам. Вот сейчас вы услышите один из самых, так я не скажу название, потом вы послушаете, тоже угадаете, из какого фильма эта музыка. Удивительная тоже музыка Геннадия Гладкова. Из какого это фильма?
сначала это, ну, немножко подскажу, сначала пустыня. «Джентльмен удачи», конечно, все время этот фильм, кстати, очень часто сейчас повторяют. Это тоже великий фильм. Хотя режиссер фильма неизвестный. Александр Серый. Вообще неизвестный. А музыка, благодаря музыке этот фильм живет. И сюжет интересный, и сюжет очень интересный. А великие актеры. А Леонов чего стоит здесь? Вицин, Акрамов. Это удивительно. На них посмотришь только и улыбку вызывает этот фильм. Удивительный. Он вроде как бы криминальный, да, и приключенческий, и криминальный, и такой. Но вместе с тем он такой добрый юмор. Да? Их как-то они подкупают свои. Ну, великие актеры, конечно, то, что снимались, то, что мы, о чем мы говорили. Вот. И так что память его в памяти, как раз вот видите, как включили, как получилось, что этот номер Геннадия Грудкова, эта музыка прозвучала в его светлую и вечную память. Да. Поклонник ему, конечно, за его то, что он сделал для музыки. Ну, его назвали сейчас гениальным, конечно, композитор кино. А сейчас еще одно великое имя, тоже Исаак Шварц, тоже ленинградский композитор, прожил тоже много лет, он тоже такой столб такой ленинградской музыки, очень много тоже написал, и классической музыки, но вот известен к фильмам, но у него больше всех 135 фильмов, больше всех композиторов киномузыки. Ну, самый, наверное, фильм, наверное, знаете, который, да, очень много исторической темы у него, романтика, историческая тема у него, исторических фильмов. Вот, наверное, знаете про декабристов, да, знаете, что он музыку написал? «Звезда пленительного счастья». Какая музыка изумительная, да? Вот. И «Звезда пленительного счастья». А сейчас вы услышите его такой романтичный фильм. Мы его вот сейчас почему-то давно не повторяем, но фильм изумительный. О любви русского ну, мужчины и японской девушки. Он ее старше, играет Юрий Соломин, а ее играет Курихара. Это «Мелодии белой ночи». Вот. Это фильм изумительный, конечно, музыкальный фильм. Там музыка играет, ну, во всем фильме эта музыка занимает огромное место. И фильм удивительный, и называется, сейчас вы услышите номер из этого фильма, называется «Прогулка по ночному городу». Из фильма «Мелодии белой ночи». А фильм снял, конечно, тоже великий наш режиссер, тоже романтик, и очень много, это Сергей Соловьев. Знаете такого, да, он тоже ушедший уже, он вел передачи, вот я кино, тоже великий режиссер.
безгранично. Хотя да, заканчивается, она уезжает в Японию, он остается, он дирижер, а музыка его объединяет. Поэтому музыка такая здесь трепетная. Любви и печали, разлука, и любовь, тема любви такая возвышенная. Это Шварц тоже для фильма сделал такое вот это направление романтики, романтизма в киномузыке. Это огромное. А сейчас мы говорим о Евгении Доге. Дай Бог ему здоровья, он живой. Хотя ему вот 85 лет, 37-го года. Он сам из Молдавии, из Рыбниц. Там есть такой город Рыбниц. Закончил Кишиневскую консерваторию. Кстати, он закончил и по виолончели. Виолончелист хороший. Они все в основном по две специальности. И многие фортепиано, и композицию, и виолончель, и композиция. Вот. Но он вот писал. Но вот тоже очень много музыки, очень много молдавских таких корней. Ярких, темпераментных. Джопта, знаете, там самый, да? Молдавский, замечательный. Вот. Много фильмов. Ну вот, может быть, фильмы очень знаменитые, музыка очень часто звучит. Вот из какого фильма? Тоже про любовь. Кстати, он тоже тему любви очень поднимает. Но любовь там трагическая. Даже название. Да, «Мой ласковый и нежный зверь», конечно. «Мой ласковый и нежный зверь». Да, он ее убивает в конце, да? Трагическая тема, но музыка там, вальс особенно звучит. Изумительный вальс из «Мой ласковый и нежный зверь». А сейчас вы услышите музыку уже, это телефильм «Королева Марго». Она не так знакома, но там молодой Домагал. Там борьба, там 1582 год, 16 век. Там, помните, Варфоломеевская ночь, белая и алая роза, гугеноты с протестантами. Она была, Марго, католичкой, а он был протестант, Дебюсси. Тоже трагически, кстати, кончается их любовь, трагически. Но вот музыка там тоже прекрасная у Доги. И она старинная. И даже название вы сейчас услышите, эту музыку, фортепиано, она переложение оркестровой музыки. Называется адажа. Ну, адажа, знаете, в балетах адажа, танцует адажа. Это вообще определение, если мы говорим, это определение темпа. Но оно идет адажу как музыкальное отдельное произведение, и как балетные номера адажу есть. И вы сейчас услышите адажу Евгения Доги из телефильма «Королева Марго».
разворачивается, как гимн любви. Гимн любви, вот Дебюсси и королева Марго. Он ее спасает в этом фильме. А сейчас у нас армянский композитор, русский армянский, советский, Микаэл Таривердиев. Это один из тончайших композиторов киномузыки. Ну, наверное, знаете, да, что творилось, когда музыка звучала по телевидению из какого сериала? «17 мгновений». Это все 70-е, это все фильмы. Мы сейчас про фильмы говорим 70-е, конец 60-х, начало 70-х годов. Вот. Но Микаэл Таривердиев, но он какой он тонкую, какой он психологически тонкую и музыку сочинял для инструментов, для фортепиано какие-нибудь тончайшие изгибы человеческой души. Какой он психолог музыкальный. Вот, как никто, наверное, из всех композиторов. И вот, знаете, наверное, знаменитая песня, да? Как про... Есть еще в Хемингуэе такой, он как называется? Хемингуэй. «Маленький принц». И есть такая песня у нас, но она, может быть, даже где-то написана, может быть, где-то по мотиву, ну, как бы вдохновился этим Микаэл Таривердиев, он написал песню «Маленький принц». Кстати, никто не знал, что она, оказывается, она из фильма «Пассажир с экватора». А фильм вообще неизвестный, его никто почти не знает. Я вот стала читать про это, удивительно. Там такой советский фильм, приключенческий, детский, оказывается. Там мальчик Эльмар плывет в Артек по Черному морю. А там шпион, шпионская тема. Шпион сел, какой-то коммерсант там, иностранец. И они вот его разоблачают. Ну, такой сюжет, то есть просто режиссер Курочкин, тоже неизвестный. Вот, ну, он где-то писал, ставил фильмы, но он так вот неизвестный. То есть фильм неизвестный, а песня, она вот на все времена. Такая, настолько она такая, да, удивительная, искренне «Маленький принц». Вот, и слова-то там, знаете, да. Если кто-то знает, можете подпевать. Это переложение сейчас для виолончели и фортепиано. Прозвучит эта песня «Маленький принц».
мечтали, хотя с детства все о многом мечтали, но мечты не всегда в реальности осуществляются. Да? Вот. А сейчас мы возвращаемся опять к Андрею Петрову. Ну, мы уже, я о нем говорила, и он удивительный, но он еще, у них содружество с великим Рязановым, вот, и два фильма, которых культовых, я считаю, это культовые фильмы, которые все время Рязанов вообще «Ирония судьбы» не обходится, это тоже наш такой сказочник такой, и в отношениях, и психолог, и сказочник, и романтик, и все, во всех лицах. Он очень разнообразный. А «Гусарская баллада» его первый фильм, да? Вот насколько он такой, какой он многогранный, Рязанов. И вот у них содружество с Петровым, конечно, фильм, это гениально. Да. И вот и фильм «Жестокий романс», и «Служебный роман», да? И он даже музыкальный, да? Музыкальное название. И музыка, конечно, в фильмах играет огромную. Возьмите даже вроде телевизионный фильм «Ирония судьбы», какая музыка там звучит. Да? Я спросила у Ясина, какая философская тема, да? Стихи Кершонова. Да. И вот вся музыка там, да? Такая. И живая музыка, там гитара, да? В «Жестоком романсе», вы знаете, да, и «Бесприданница» Островского, только современная. Но та же тема остается трагической любви. Она во имя любви, так же как Кармен, да, не захотела свободы, не захотела за нелюбимых, и не захотела. И также она охладела к своему, да, и также у нас в Островске тоже эта тема, да, такой трагической любви. Не захотела по рукам идти, и вот, ее убивает, ее жених. Ну, там Михалков, конечно, цыгане, Михалков, там все это. Вот сейчас вы услышите знаменитый роман «Перед смертью», фактически, да, он, значит, там в фильме, романсы из фильма «Жестокий романс».
я скажу прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. А напоследок я скажу. Ну, в фильме Пономарева «Цыганка», то я старалась тоже немножко цыганского сюда внести, потому что цыганский тоже страсть. Вот. Но вот когда я пою, я вот не знаю, душа прямо вот трепещет. Вот если ты не переживаешь, когда в пении, то наверное, не проживаешь, надо проживать. То есть, говорят, романсы вообще проживать надо словами, музыкой, текстом здесь едино. Ну, такая тема трагическая отойти сложно, но сейчас у нас будет другая тема. Ну, сейчас знаете, какое время, да? И вот это вот от нашей гражданской позиции, от нашего отношения к происходящему очень много зависит. Да? Вы знаете, какая тема. И эта тема была еще, сейчас очень много поднимают тему Великой Отечественной войны, сюжеты показывают, и все, и поэтому это как бы, да, тоже опять мы говорим, да, что у нас, какое время, и что это теперь, и что происходит, что было, и как сейчас. Ну, дай Бог, чтобы все это было, мир настал у нас, да, как бы, не так, как в Великую Отечественную войну, 4 года, ну, надеемся на все, на мир. Вот. И сейчас будут исполнить 2 песни. Вот. Первая, наверное, знаменитая, можете тоже подпевать, потому что все знают. Это фильм, который все время, он, наверное, тоже вечный фильм, и вечная тема гражданская, патриотическая, тема «Бессмертного полка», здесь, знаете, наверное, да, какая тема, которую Василий Лановой все время пел эту песню. Вечная ему память тоже. Это песня из кинофильма «Офицер». Называлась «Вечный огонь», а под названием, а потом она приобрела по первой строчке «От героев былых времен». Да? И как бы тоже опять мы перебрасываем арку к нашему времени. Да? Вот это. Я, кстати, написала неизвестный композитор, вот это композитор одной песни, но она вошла во все, это Хоза, Рафаил Хоза. А стихи-то известные поэта Аграновича. Вот, и вот эта песня, ее исполняет все. 9 мая без этой песни не обходится. Ни один праздник, и 23 февраля, и 9 мая не обходится. От героев былых времен. Героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Песня, фильм 71 года. И фильм, и песня уже будет 71 года. Просто единичные слова. Да. И вторая песня – это Вениамин Баснер. Песня Вениамина Баснера «С чего начинается Родина». Тоже тема такая, тоже композитор, кстати, ленинградский композитор. Кстати, тоже консерватория, такой, очень много музыки классической написал, но известен вот своими именно военными песнями, «На безымянной высоте» у него, да. И вот сейчас вы услышите, с чего начинается Родина, знак вопроса. И песня, конечно, такая, с чего она начинается? Тем, чтобы Родину, у нас Родина единая, чтобы Родина у нас Россия. Можно еще добавлю. Любовь. С чего начинается Родина? Это, наверное, с любви, да? А не к ненависти к другим государствам, с национализмом. Вот именно с любви к тому, что окружает вокруг нас. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца, и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес, из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина?
фильм такой, и такой композитор Максим Дунаевский. Вот, говорят, на детях отдыхает природа. Но на Максиме Дунаевском он все лучше унаследовал своего отца. От Исаака Дунаевского, который считает, это классик, гениальный советский композитор, который рано ушел, всего 55 лет. Кстати, моя мама, мы с детства питались музыкой Дунаевского, мы все 4 сестры, вот сестра моя играет на фортепиано, потом я представлю, мы все музыканты, потому что мамочке не удалось стать певицей. Она была солисткой ансамбля Дунаевского, она ленинградка. И брала уроки, он всем своим солисткам давал педагога. И вот у мамы был педагог Малидовская, Софья Малидовская. Она потеряла голос, Маринки, и она преподавала маме. У нее был прекрасный голос. Мы с ней перепели все. И Дунаевского, и дуэты, и романсы на 2 голоса, все. Она сопрано. И я вот сейчас, что-то у меня вот такое интересное вот сейчас мне ночь, что у меня мамин голос, мама мне помогает, она как ангел-хранитель. Вот, поет. И вот, видите, и он был, Исаак Дунаевский был удивительный, он был с чувством юмора. Он такой был, он так детей любил. Он свою сталинскую премию сделал фуршет для всего ансамбля. Это оркестра, танцевальная группа, хор 4-голосный. А преподавал там Регин, бывший Регин, Григорий Беззубов. Был у них хоровиком с абсолютным слухом, который знал, где, вот мама рассказывала, где, говорит, кто-то фальшивит, он говорит, вот ты фальшивит. У него был тончайший слух. Она ему вот рассказывала, вот это удивительно. Были музыканты, она сама Дунаевский, но Дунаевский на все концерты был сам. Играл, и был очень такой. И наша мама, кстати, явилась первой исполнительницей песни из фильма Дунаевского Исаака «Моя любовь». Явится незвано, знаете. Счастье распахнется вдруг, он придет однажды ласковый, желанный, самый настоящий друг Смирнова. А он пришел в ансамбль с нотами и говорит, кто споет? А мама у нас Невская, он говорит, все говорят, Таня Невская. И вот и мамочка нас исполнила вот эту его песню. Она очень много нам рассказывала про него. Это был удивительно. Это был музыкант и как человек сбоку. 3 сталинских премий за фильм. Вот удивительный человек. Она всю жизнь помнила его. Помнила вот сейчас Максим. Да. И вот у Максима, вот у нас виделся лучше у него и мюзиклы, и опереты тоже, как у отца есть, и музыка разная, и киномузыка. А смотрите, какой роскошный фильм у Максима «Три мушкетера». Удивительно. До сих пор звучат все. А Ланфрен Лафранта, какая. И здесь и юмор тоже, и романтика, и все. И он, кстати, очень стал похож на отца. У нас фотографии есть. И вот похож на своего отца. И вот у него, он написал много и кинофильмов, и мюзиклов, и песня, и цыганская тема у него тоже есть. Вот, ежедневно меняется мода. Знаете, да, тоже знаменитая такая цыганская тема. И вот есть у него такой фильм телевизионный, 2-серийный телефильм «Мэри Поппинс». Там изумительная музыка прекрасная. Там и такая тоже и детская непосредственность, и романтика, и тема воспитания этих детей, да, все это Мэри Поппинс. И вот сейчас вы услышите песню из этого телефильма, она изумительная. И вот я почему-то последний этот номер мы решили поставить, закончить, потому что ветер перед. Пусть оно нам всех коснется, и пусть все будут счастливы, любимы, здоровы. Все. И вот это в этой песне, вот я думаю, что все вот эти чувства и мысли в этой песне. Кто знает, пойте. Как в детстве карусель, а над землей
прогнав ветра измен, развеет он, когда придет пора. Ветра разлук, обид ветра, сотни лет, недели, ночь прощается, карусель земля. Сотни лет, все ветры возвращаются на круги своя. Завтра ветер переменится, завтра прошлому взамен. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Повторяем. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. На такой светлой, доброй, ласковой ноте мы заканчиваем. Ждем вам на следующих наших концертах. Представим своих артистов. Ну, есть у нас костяк, тут у нас поменялся, тот пианист у нас уехал сейчас в Китай работать, с которым мы 3 года сотрудничаем. Вот. Но есть, которые с самого почти начала, вот, Надежда Михайловна. В городе такая неутомимая наша. Бессменная. Моя сестра. Новая живая струя, Юрий Вагулов, преподаватель Вильгельмской музыкальной школы. И наш гусляр, который тоже давно сотрудничает, и гитарист прекрасный, и певец, и регент нашего собора Святой Стефановны. Мы вам хотели подарить. Спасибо. Красивый рассад.